Доброго времени суток, уважаемые зрители. Спасибо, что смотрите наш подкаст. Это проект Green Talks, Центра зеленых технологий. У нас сегодня спонтанный выпуск. Мы только утром решили снять очень актуальную тему. Касается воды, водных ресурсов и управления водными ресурсами. У нас сегодня в гостях Камшат Тусупова. Камшат, от себя лично хочу поблагодарить, что вы так быстро согласились, да, и сегодня вечером мы уже снимаем этот выпуск. В целом хотели обсудить проблему водных ресурсов в Казахстане, потому что на сегодняшний день она начала очень активно обсуждаться. Я просмотрел множество подкастов, выпусков, и сегодня, наверное, именно в этом году еще и создали отдельное министерство для решения вопросов водных ресурсов. И, наверное, у меня первый вопрос будет такой: почему именно в этом году у нас тема воды и водных ресурсов стала настолько актуальна, что прям на уровне президента она уже неоднократно говорилась о ее важности, критичности для нас? Рахмет Жасыл за приглашение. Очень приятно оказаться в вашей студии. На самом деле тема воды актуальна была всегда. Во-первых, она была актуальна во всем мире, это раз. Во-вторых, немало стран, которые находятся в водно-дефицитных регионах, это фактически все африканские регионы, это субтропические, тропические страны, да? То есть мы не одни. На уровне страны, если даже где-то проблем не настолько высоком уровне, но они бывают локального характера проблемы, да? Поэтому Казахстан не исключение. В Казахстане эти проблемы на самом деле всегда стояли остро, особенно вода для питьевых нужд, вода для сельхознужд, особенно в поливные сезоны, эти вопросы все стояли. Другое дело, что в этом году наконец-то, сложно сказать, что это хорошо или плохо, но, наверное, все-таки на данный момент так нужно. Создалось отдельное министерство водных ресурсов и ирригации, потому что единственным государственным органом был комитет по водным ресурсам, который, скажем так, последние 10 лет он мигрировал, он был при одном министерстве экологии, затем уходил в иное министерство и так далее. Да. Все-таки вопросы управления водными ресурсами подняли, скажем так, на уровень чуть выше. Если был комитет по водным ресурсам при Министерстве экологии и природных ресурсов, то сейчас это отдельное Министерство водных ресурсов и ирригации. А вот если говорить о системе управления водными ресурсами, да, то есть как ее нужно выстраивать, я думаю, наш выпуск должен дать вот лицам, принимающим решения, может быть, экспертам тоже какие-то вводные данные, чтобы они в этих вопросах очень правильно разбирались. Да, очень здесь интересный вопрос, даже правильный вопрос. На самом деле, в принципе, суть же не в министерствах. Суть в том, что есть функционал, есть компетенции или компетентные люди, которые выполняют этот функционал. Система управления водными ресурсами, она состоит из следующих блоков. У нас есть всегда, вот на одной стороне у нас есть водные ресурсы. Что такое водные ресурсы? Это все виды воды. Это поверхностные воды, это подземные воды, это озера, это ледники, это опресненная вода. Вот основных 5 форм воды или водных ресурсов. Теперь, значит, эти водные ресурсы в том или ином объеме, в том или ином присутствии, они присутствуют во всех странах. Дальше, значит, это водные ресурсы. Управление водными ресурсами – это только управление водой, но еще не до конечного потребителя вода. Теперь, эта вода в этих источниках, она используется по следующим направлениям. Первое – это питьевая вода, то есть вода доходит до потребителя питьевой воды. Это сельхозвода, промышленная вода, то есть вода доходит до сельского хозяйства. Значит, и третье – это вода для промышленности, то есть для промпредприятий. Ну и четвертое – это вода для экосистемы, для поддержания экосистемы. То есть нам нужна вода для чего? В тех же озерах, в тех же речках, чтобы была соответствующая флора, фауна. Мы хотим как можно меньше на нее влиять. Конечно, она изменяется. Пожалуйста, Аральское море, оно же меняется, флора, фауна меняется, уровень соли увеличивается, объем воды уменьшается, уровень соли увеличивается, соответственно, это все меняет все, что есть внутри. Это некую, скажем, микроэкосистему. Даже на целый регион влияет полностью. Абсолютно верно. Вот, поэтому, но оно всегда меняется. На самом деле все водные ресурсы, они в той или иной степени в динамике находятся. Потому что есть сезональное отклонение, есть цикличное отклонение и так далее. Вот. Так вот, система управления водными ресурсами состоит из, как я сказала, водные ресурсы и использование воды по 4 направлениям. Теперь, вот чтобы вода из источника, пусть это будет наземная, подземная, смешанная наземно-подземная вода, дошла, скажем, до одного из потребителей, она проходит через 3 больших блоков, которые называются политика. Она состоит из следующих блоков, таких как международные договора, то, что мы подписываем, внутреннее законодательство казахстанское и управление инфраструктурой.
управление финансирования. Это вот 3 блока под пунктом законодательства или политика. Второй блок инструментов — это организационная структура, которая состоит из всех функций в государственной системе. А это законодательная, это исполнительная власть, это координирующие органы, это местные исполнительные органы и все остальные, которые участвуют в наращивании потенциала, сотрудники всех организаций. Вот. И третий блок — это инструменты. То есть инструменты управления. Туда входит управление спросом, предложением, туда входят экономические инструменты, те же дотации, субсидии, рынки воды и так далее. Это планы интегрированного управления водными ресурсами, которые стоят из ряда блоков. Это моделирование, это расчет рисков, это работа, называется как коммуникация, да, работа со всеми потребителями. Это не только люди, это все, это сельхозники, это все остальные. То есть там отдельных 8 блоков. Так вот, вода проходит через 3 больших блока, которые имеют свои подблоки. Вот вода проходит через все эти блоки и доходит до конечного потребителя, будь то промышленность, сельское да, хозяйство. абсолютно верно. И также обратно цикл, он должен быть замкнутым. На самом деле вода крутится всегда, да, она находится в круговороте. Вот она пришла к нам, она от нас ушла. Соответственно, есть вода питьевая, есть сточная вода и санитария, то есть по этим же блокам, абсолютно по этим же блокам, вода обратно поступает в источник. То есть есть нормативное регулирование, есть соответствующий функционал, есть соответствующие инструменты, как ее очищать, как доводить нужен стандарт и так далее. И также касается сельхозводы, потому что та вода, которая поступает на сельскую территорию, она, естественно, через дренажную систему проходит, обратный цикл проходит. То есть вся же вода же не аккумулируется в растениях, она же инфильтрируется. Да? Также вода для промышленности. Нет, здорово было бы, прекрасно было бы, если бы промышленность забирала бы воду, и все время циркулировала бы, да, и больше не брала бы и не выпускала бы. Это идеальный вариант, абсолютно верно, да. Но у нас идеальных вариантов, к сожалению, нету. И, в принципе, в мире, я не знаю, есть ли такие вообще 100% идеальные, мало, наверное, вероятно. Все равно мы где-то добавляем еще воду, где-то куда-то еще ее используем. То есть, может, в этом цикле все до конца не используем. То же самое и для промышленность, сельхоз и питьевые нужды. Ну, а экосистемная вода, там, естественно, процесс регулирования происходит. Если мы говорим о конечном потребителе, то есть опять сельхозка, промышленность и питьевая вода. У меня сейчас будет несколько вопросов. Первый вопрос. В промышленности я в Казахстане не слышал, что есть какая-то проблема. Может, она есть, но она локальная, возможно. Да? То есть в СМИ, по крайней мере, на общую публику этот вопрос не поднимался. В сельхозке мы вот видели, да, Жамбылской области, вопрос по воде, по нехватке воды. Именно в период, когда она наиболее необходимая для них, этот вопрос стоял. С точки зрения питьевой воды, вот, наверное, с конца начнем. Есть ли у нас проблемы с питьевой водой? Может быть, у нас есть города, которые регулируются, может быть, даже по расписанию питьевая вода дается, или такой проблемы у нас в Казахстане нет? Да, значит, если мы говорим о питьевой воде, давайте я, наверное, скорее остановлюсь вообще об объемах водных ресурсов. Да? Окей. Вот, чтобы понимать, у нас весь объем водных ресурсов в год чуть более 500 километров куб воды. Примерно 16-18% уходит на ледники, то есть составляют ледники, которые мы не используем, но они тают и являются определенной фракцией водных ресурсов в тех или иных водных бассейнах Казахстана. Дальше, значит, у нас порядка 200 кубокилометров сосредоточены в озерах, это примерно около 40%. То есть мы воду из озер, в принципе, по идее, не пьем, потому что это мы даже не рассчитываем, что это невозобновляемый источник, вода для экосистемы. Дальше, значит, у нас подземные воды составляют около 12%. Естественно, мы производим забор, особенно если касается питьевой воды, то это сельское население. И у нас примерно чуть более 100 километров куб воды — это стоки, это реки. То, что мы считаем возобновляемая вода или возобновляемый источник воды. Да? Обычно, когда считают на территории Казахстана, у нас всегда считают именно сток. Вот говорят, около чуть более 100, 102, 110 кубокилометров воды в год. И вот по нему считают, это то, что возобновляется. Он формируется за счет чего сток? За счет приходящей воды на трансграничных водных бассейнах и за счет воды, которая формируется на территории Казахстана. Она формируется, как правило, за счет таяния снегов. И определенная фракция формируется за счет таяния ледников, что очень не является устойчивым, потому что ледников мы лишаться не хотим. Это наш запас, так же, как и озера и так далее. Вот, это вот то, что касается воды. Теперь, когда мы считаем объем воды, большинство считает
только по стоку. Вот говорит, у нас 102 кубокилометра воды, это то, чем обладает, теми водными ресурсами, которыми обладает Казахстан. Но, конечно, есть еще подземные воды, их никогда нельзя снимать со счетов. Так вот, сколько воды мы всего забираем на нужды? Вот на 3 вида водопользователей, да? Хозбытового назначения водопользования, сельскохозяйственного и промышленного. Около 24 кубокилометров воды. В год. В год. Это забор. Это согласно выставленной на сайте правительства проекта концепции системы управления водными ресурсами. Вот там цифры четко указаны. Из них на хозбытовые нужды уходит всего 1,3, ну, в районе 1 кубокилометра. Вот если у нас всего сток 102 кубокилометров, подземных вод почти сколько, 58 кубокилометров, да, то забор на питьевые нужды все стоит 1 километр куб воды. То есть, по сути, население, вот эти 19 миллионов людей там, пьют, используют в хозбытовых потребностей только 1 кубометр воды. Это кубокилометр, да. Кубокилометр воды. Это согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, именно указано это в их... В концепции. Да, концепции. В официальном источнике. Вот. Теперь, значит, единственное, что наши водные ресурсы ввиду климатических условий, а у нас есть континентальный климат, то у нас есть 2 особенности. Это неравномерное распределение по территории, то есть у нас есть территории засушливые, прямо вот красным указана территория, да, это особенно юго-западная часть Казахстана, да, и территории, где воды очень много, это в основном северо-восточная часть Казахстана, то есть юго-западная засушливая и к северо-востоку у нас больше воды. В общем, восток, север, юго-восток у нас, в принципе, достаточно обеспечены водой. Внутренней, да, мы правильно говорим? Это наличием водных ресурсов вообще. То есть север, северо-восток, где-то частично, ну, северо-запад частично. Вот. Значит, это первая особенность, что неравномерное распределение по территории и неравномерное распределение во времени. То есть у нас есть сезоны, когда у нас очень много воды. Это абсолютно снега, верно. Да. Это весенний-летний период, ну, в особенности весенний период, да, когда у нас, тот же возьмем реку Иртыш, Тобол и так далее, где до 80% воды просто стекается за весенний период, за 1,5-2 месяца. То есть ты лишаешься, представьте, у вас, допустим, 1000 кубометров воды, да, и вы за 2 месяца тратите 800 кубометров, и у вас остается 200 на все остальное время года. Вот. Это я как пример привожу, да, чтобы понять, что очень много воды стекается. Вот это особенности водных ресурсов. И можно нам задуматься, а что мы можем сделать, чтобы эта вода так просто не уходила? А как можно нам сделать так, чтобы она была распределена равномерно по территории, там, где она нужна? И насколько это возможно? Это вот я задаюсь вопросами такими гипотетическими, да, философскими, скажем так, на уровне водных ресурсов. То есть вы уже пришли к каким-то вызовам управления водными ресурсами, да? То есть что стоит как вызов, да, перед тем, как этим управлять? То есть гидросооружения, может быть, какие-то дамбы, которые будут удерживать, или там естественные водоемы, будем говорить, да, плотины создавать, сооружать, искусственные плотины, чтобы вот этот сток как-то остановить и копить их, если я правильно понимаю вас. Да, вы правильно понимаете, что мы, наверное, до водопользования еще остановимся, да, а вот что делать с этой водой, которая у нас есть, какие у нас есть вызовы, и какую мы вообще ставим себе цель. Если у нас министерство, как мы говорим, управление Министерство водных ресурсов, то значит оно занимается водными, а это вот водные ресурсы. Когда мы говорим водопользователи, это водопользователи. Кто распределяет воду для сельхозника? Сколько нужно воды для сельхозугодий? Кто распределяет? Министерство хозяйства, да? То есть это распределение. А сейчас мы говорим о воде конкретно. Что мы хотим от воды? Мы хотим ее больше, мы хотим ее меньше, мы хотим ее здесь, мы хотим ее там. Как мы ее хотим? В какой форме мы ее хотим? Она же в разных формах. Есть в форме ледников, в форме газа, в форме жидкости, да? Так вот, это называется управление водными ресурсами. И если мы хотим ставить себе целью сохранения водных ресурсов, то если мы говорим, например, те же арабские страны, да, у них просто физически не было воды. И они опресняют, создают источники воды. У нас, к сожалению, в Казахстане нет таких возможностей опреснять так много воды, потому что мы страна закрытая, мы... Источник океана, да? Да, абсолютно. То есть у нас нет границ с океаническими водами, но у нас есть свои источники, которые можно сохранять. То есть та же вода, которая стекается, ее можно сохранять. Есть различные методы захоронения. Есть наземный метод захоронения, есть подземный метод захоронения. Да? Надземный, правильно говорите, то есть дамбы, есть платины, можно сохранять. Но этот метод, я считаю, в современном мире недостаточно эффективным. Почему? Потому что много воды испаряется. Тем более ввиду изменения климата эти процессы еще больше ускоряются.
Поэтому последний тренд последних 20-30 лет — это захоронение под землей. Называется Artificial Recharge Systems, когда ты, ну, это такое очень емкое название, оно включает в себя и когда уровень подземных вод падает, ты их можешь искусственно пополнять, а можешь, в принципе, создавать пласты подземных вод. То есть вот это такое общее название. Пустоты заполнять водными Да. ресурсами. Да, то есть там, где образовать, или самим искусственно их образовать. Вот, в принципе, таким пополнением вод подземных занимаются практически, внедряют все страны, будь то Швеция, будь то Объединенные Арабские Эмираты, и засушливые, и незасушливые и так далее, потому что задача всех стран — это сохранить у себя водный ресурс как можно больше. Поэтому вот когда мы говорим о захоронении, это вот первый этап — это использовать все возможности, чтобы оставить у себя эту воду, а не позволить ей просто стекать. Вот давайте остановимся на промышленности и, наверное, на сельском хозяйстве. Есть терминология «виртуальная вода». Я думаю, она в хозбытовом не часто используется, но когда мы что-то продаем концептуально, да, то, по сути, мы продаем вместе с ней воду. Да. В энергетике этот термин есть, допустим, это называется энергоемкость, да, ВВП. То есть мы четко знаем, чтобы страна выработала $1000 ВВП, да, мы тратим определенные ресурсы в виде энергии, угля, газа, нефти и так далее. В воде получается аналогичная ситуация. Вот про эту концепцию можете рассказать? Вызовы управления водными ресурсами я назвала только вызовы как таковых самых водных ресурсов, да? А если управлять всей системой, то вызов, вот у любой системы есть фундамент, на чем она стоит, а дальше это красивая надстройка, куда тебе позволяет тебе сделать здание красивым. И вот вся архитектура связана вот с наростом. Да? Фундамент любой системы — это правильно выстроенная система управления. Если ты поставил четкие цели, сохранять воду, ты знаешь, сколько у тебя источников, ты знаешь, у тебя есть правильная система сбора данных, гидрологических данных, да? У тебя есть правильная система, это называется вообще-то гидрологическая служба, вот если она у тебя правильно выстроена, ты знаешь, где какие данные, сколько их, ты умеешь их правильно анализировать, то это твой фундамент. Исходя из этого, ты можешь уже дальше строить. Даже тоже захоронение вод под землей, оно требует понимания вообще, сколько у нас воды, какие у нас закономерности в рамках каждого водного бассейна. Вот это фундамент. И только потом ты можешь наращивать. Если ты не знаешь, если у тебя нет этой динамики, если ты не собираешь корректно цифры, и у тебя цифры все разрядятся, а они, кстати, в концепции также указаны, что у нас даже за один год один госорган показывает, что у нас 180 кубокилометров воды стока, а другой орган говорит 160. А это целых 20 кубокилометров воды разница. Это очень большая. Целогодовое потребление. Абсолютно верно. Абсолютно. То есть у тебя ошибка в разнице в годовое почти потребление. Естественно, что когда у тебя такие цифры, и ты расчеты сделать сложно. Почему я говорю, что это очень важно? Потому что когда ты делаешь те же пласты захоронения подземных вод и так далее, когда ты делаешь искусственно создаешь их, да, ты должен понимать. А чтобы понимать, ты должен понимать, какие закономерности у каждого водного бассейна есть свои цикличности. Кратко, средне, долгосрочные. Поэтому бывает так, что вроде столько жасов как выпало, а у нас засуха. То есть это называется цикличность. То есть есть определенная, есть определенная цикличность у каждого водного бассейна. Ее можно рассчитать только тогда, когда ты имеешь правильно достоверные данные. Поэтому база любой системы управления водными ресурсами — это сбор достоверных гидрологических данных. Кстати, это стояло одной из больших проблем, почему многие форсайты по управлению водными ресурсами мировые провалились. Почему? Потому что на локальном уровне сбор данных, он не отражает реальность. Это в первую очередь. И там был ряд ошибок, ряд, скажем так, ограничений, limitations. И это вот номером один называлось. Поэтому, когда у нас есть соответствующая гидрологическая служба, которая собирает методологически корректно данные, правильно их экстраполирует, что вот водный бассейн, да, а у нас гидропосты стоят вот так вот, допустим, 10 гидропостов. И ты собираешь эти данные, экстраполируешь на весь водный бассейн. То есть у тебя нет данных собранных здесь, но ты делаешь экстраполяцию. То есть одно дело собрать данные корректно, другое дело правильно по формуле экстраполировать, чтобы вы понимали, да. То есть вот эта служба, она должна работать. И вот когда она у вас работает, дальше какие у нас вызовы? Вот теперь мы можем говорить о вызовах смело. Первый вызов. Когда мы управляем водными ресурсами, когда мы доставляем воду до любых из пользователей, мы их должны вначале распределить. Вот, и здесь как раз-таки, с моей точки зрения, есть две основные концепции. Это пространственное развитие или планирование, да, spatial planning, и концепция виртуальной воды.
Что такое special planning? Я остановлюсь вначале на пространственном развитии, планировании. Да? Это когда какая-то территория, для чего она пригодна. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы в пустыне выращивали огороды? Ну, наверное, нет, да? Даже те же Объединенные Арабские Эмираты, это пустынные страны, они практически ничего не выращивают, они все экспортируют. Да? Особенно и тоже сельхозпродукты и так далее. Это называется, то есть к чему пригодна эта земля, space, да, вот это пространство, к чему оно пригодно, то и нужно там, для этого и нужно использовать землю. Кстати, вот между Атрау и Актау имеется ряд иностранных компаний, которые добывают минеральные ресурсы. Вот в их заводах могут работать до 2500 человек, но никто же не организовывает там поселки, города, так же ведь? Люди, что эти делают компании? Они организуют хорошую логистику, чтобы люди приезжали, уезжали. А почему? А потому что с точки зрения пространственного планирования эта земля непригодна для житья, для сеттlemента, для поселения. Да, тут есть какие-то богатства, скажем, там нефть или газ. Да, ты экстрагируешь, но ты для этого сюда и приезжаешь только для того, чтобы экстрагировать. И вот при управлении водными ресурсами, значит, первое, это есть такое пространственное развитие, но ты не можешь в пустыне сказать, давайте в пустыне будем выращивать хлопок. Просто невозможно. Если у тебя есть на юге Казахстана пустынные земли, ты говоришь, все, будем выращивать хлопок, да? То ты должен понимать, что, может, эта земля непригодна к этому, я примеру говорю, да? Или то же самое в Актау. Это пустынные земли. Но как что можешь выращивать хлопок или рис? Ну, кто-то же, наверное, выращивает, кто-то там что-то еще выращивает, да? То есть это пространственное развитие. Когда мы это внедрим, планирование, то мы уже будем понимать, для чего пригодны наши земли. Но это не значит, что там делать ничего не надо. Теперь мы смотрим, все-таки, если мы эту землю хотим для чего-то использовать, чего, может быть, чего она непригодна, мы должны тогда уже рассчитать. Может быть, есть технологии, которые позволяют нам донести туда воду. Может быть, Арабские Эмираты теперь будут уже и выращивать на своей земле через 10 лет, да? Вот. Но это у них. Теперь, вот тут второй блок, теперь, когда мы уже сделали пространство, мы используем концепцию виртуальной воды. О чем она говорит? Она говорит, куда нам лучше выделить воду, на какой продукт, будь то это будет промышленное изделие, да, или сельскохозяйственное, да, который нам даст наибольший вклад в ВВП. То есть объем воды равно $. Вот сколько долларов теперь мы хотим выращивать рис, полутвердый сорта пшеницы или, например, добывать металл. Да, везде нужна вода, к примеру. Тут промышленность, здесь 2 сельхоз. И вот мы считаем объем воды, использованный здесь, а если мы берем одинаковый объем воды, какая из отраслей дает нам больше денег. Вот об этом, в принципе, в этом заключается суть концепции виртуальной воды. То есть сколько было, или иными словами, можно так перевернуть, сколько было затрачено, например, на выпуск этого телефона денег. Это обратная сторона. То есть это все одно и то же, вся концепция виртуальной воды. Но когда мы используем для управления водными ресурсами, мы рассчитываем, она нам помогает, эта концепция, рассчитать, в какую сферу, субсферу нам выгоднее вложить эти же водные ресурсы, потому что это ресурс, что даст больше в плане денег. Да. Вот это в плане управления. Это называется планирование управления водными ресурсами. Только планируем. Вот мы используем 2 концепта при планировании. А вот теперь, когда мы запланировали, кому сколько дать, можно, да, где эффективно, неэффективно. А это 3 пользователя у нас. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. И для питьевых нужд. Это тоже люди ходят. Так вот, а теперь идут у нас технологии водосбережения или технологии использования. Давай так скажем, на самом деле называется здесь технологии планирования воды. Все, мы поняли. Теперь технология или планирование распределения воды. Теперь распределенную воду мы что делаем? Мы ее используем. Теперь есть технологии использования или рационального использования воды. И вот когда мне часто говорят, даже в той же концепции приводят пример Израиля, говорят, вот они использовали водосберегающие технологии, поэтому у них вода экономится. Я говорю, нет. Я точно знаю, что Израиль по ряду направлений использует вначале правильное планирование. Он никогда не будет выращивать то в пустыне, что просто невыгодно выращивать, понимаете? Вот, поэтому, когда ты правильно внедрил систему планирования распределения водных ресурсов, да, или управления водными ресурсами, дальше уже однозначно у тебя любые технологии, в принципе, будут в плюс в поддержку. Но если ты в пустыне ищешь, что выращивать, тебе там мало какие технологии помогут, поверьте, в эффективности. Покажите мне такие примеры. Мне было бы интересно посмотреть. Вот так вот, когда мы говорим на этапе рационального использования водных ресурсов, вот здесь вот ряд технологий. Сюда входят какие технологии? Водосберегающие. Они состоят из чего? Из реальных инструментов. То есть кран включил, у тебя через 5 секунд выключил воду, да? Сюда входит сознание, работа с людьми, да? И сюда входит, вот здесь как раз-таки я уже буду делить теперь. Вот у промышленного производства, что важно,
важно не просто мало потреблять, важно рециркулировать воду. Это очень большая проблема. На самом деле я считаю, что промышленность очень сильно загрязняет воду, и это главная проблема. В Казахстане даже проблема стоит, количество воды — это одна проблема, да, если она есть местами, да, локально. Главная проблема все-таки это качество воды. Мы загрязняем очень сильно воду, и мы загрязняем ее константно и очень много. Об этом в основном, что касается промышленных вод, это загрязнение. Самая главная проблема промышленных вод — это то, что промышленность загрязняет воду. Одно дело, она потребляет воду, и оно может быть, сейчас ставят ограничения, оно может даже много и не потреблять. Но если оно постоянно потребляет, константно не очищает и загрязняет, то кто эту же грязной водой будет пользоваться в речке-то, да? Понятное дело. Поэтому теперь у каждого водопользователя, а здесь есть свои вызовы. Вот у промышленности это рециркуляция воды, это номер один их вызов. Они должны этот принцип просто внедрить, чтобы вода у них рециркулировала. Им это легче сделать, потому что они знают, чем они контаминируют, загрязняют воду. Вот, это их главный вызов. Теперь, что касается, ну, тут помимо того, что рециркуляция, есть еще такой общий принцип для всех. Это использование nature-based solutions, то есть это использование природных подходов для очистки воды. Это с помощью растений, с помощью бактерий, это вот на болотных угодьях и так далее. Но это касается всех, когда мы говорим об очистке воды. Да, очистке воды. Но для сельхозников, для промышленности это рециркуляция воды. Теперь для жителей, граждан, это возможное уменьшение воды, ну, то есть это поведение фактически, что ты зубы чистишь, отключаешь воду и так далее, да, меньше потребляешь. Это также мини-система рециркуляции воды, то есть ты руки моешь, этой же водой смываешь туалет, а не такой же чистый, да, как у тебя из-под крана бежит. То есть мини-рециркуляционная система тоже на уровне домохозяйств. Это очень актуальная тематика, она практически внедряется во всех странах, там, особенно в Финляндии, в скандинавских странах, где-то вот и так далее, в ряде стран. Вот, это такие вызовы на уровне домохозяйств. Ну, соответственно, и уменьшение использования воды. Вот. Значит, мы сказали про рециркуляцию на промышленности здесь. И сточная вода, как я говорила, тоже очищается с помощью естественных природных сооружений, скажем так. И сельхозводы. Но в сельхозводах на самом деле часть воды, она же инфильтрируется, уходит, в принципе, да. Она тоже, естественно, загрязняется, но там, я бы сказала так, что больше у нас в Казахстане страдает доставка воды, где идет большие потери воды. Вот. Ну а на сельхозугодье, конечно, очистка на само собой должна, потому что там и пестициды есть, там есть и фосфор, и нитроген, то есть азот, фосфор, все, что является нутриентами, это, конечно, должно очищаться. Вот, это основные вызовы, это рециркуляция воды, это технологии экономии воды, и у сельхозугодий, когда идут большие потери, это правильные технологии доставки воды до самого растения. Мне очень нравится ваш подход, очень системный, очень структурированный, и простыми словами вот эта вся водная инфраструктура, да, фундамент, надстройка, да, блоки. Это вот лично от меня, да, что вот круто, что вы можете это очень простыми словами донести до наших зрителей. Я думаю, это будет очень важно. Мы сейчас все время говорим о трех потребителях, то есть сельское хозяйство, промышленность и хозбытовые нужды, питьевая вода. Да? Мы примерно считаем, что 24 кубокилометров воды. Из них 1,3 кубокилометров — это питьевая, хозбытовые нужды. А вот из сельского хозяйства и промышленности, по вашему мнению, кто больше потребляет? Конечно, сельское хозяйство. Оно понимает почти до 65% воды. Да. До 65%. Да, воды потребляется сельским хозяйством. Но это, опять же, это называется водозабор. Но ведь не вся эта вода же ушла же для во-первых, сельское хозяйство у нас это растениеводство, животноводство, да, не все дошло до последнего, там, скажем, до растения, да, бактерии очень высокие, очень большие. То есть, но это тоже сложно сказать, что это и потери, потому что они остаются на этой территории, они все равно попадают в тот же водный бассейн, по сути говоря. Поэтому, в принципе, они остаются на этой земле. Другое дело, что технологии подачи воды до самого растения, как я вот что говорю, да, может быть, не нужно тянуть на поверхность, чтобы все прочь. Может быть, можно и из-под земли увлажнять почву, да, чтобы она всегда держала в себе влагу. Тем самым растение получало влагу из-под земли. Потому что все, что мы делаем на поверхности, все, что под землей, мы исключаем один параметр – это испарение. Вот ваше экспертное мнение, есть ли вот тот самый дефицит воды, если он есть, то в каких сферах, в каких направлениях? На самом деле, давайте скажем так, наверное, тоже все всю жизнь говорили о дефиците воды, только говорили в разных объемах, но о нем говорят во всех странах, говорят на глобальном уровне.
У нас в мире каждый 4-й гражданин не имеет доступа к питьевой воде, каждый 2-й не имеет к санитарии. У нас ряд стран находится в засушливых регионах, поэтому все страны говорят о воде, о дефиците воды в той или иной степени. Вот другое дело, опять же, что такое дефицит воды? Вот если мы берем с точки зрения, я гидролог, да, с точки зрения водных ресурсов, как мы считаем дефицит воды? Есть 4 индикатора, но я остановлюсь на 2. Есть понятие такое, как физическая нехватка воды, есть экономическая нехватка воды. Вот физическая, когда у тебя просто физически нет воды. И у нас есть такой индикатор, называется Falkenmark Indicator. Это женщина, шведка, гидролог, которая разработала этот индикатор. Мы считаем вот так. Вот сколько воды стекло, помните, у нас около 500 кубокилометров воды вообще всего в Казахстане, а сток у нас где-то 102. Вот 102, 100, да, варьируется с года в год. Это среднегодовой, это наши поступления. за последние 30-40 лет взяли среднегодовую, вот посчитали примерно 102 кубокилометра воды. Так вот, как считает дефицит воды, как мы считаем дефицит воды по индикатору Falkenmark Indicator? Мы берем весь объем воды, стока, это вот в Казахстане 102 кубокилометра воды, и делим на количество людей. Или весь этот объем мы переводим вначале в метр кубический в день на человека и делим на людей. То есть у нас было 102 кубокилометра в год. Куб-километр. Мы переводим куб-метр в год и делим на количество людей. И у нас в Казахстане в среднем получается около 5000 кубометров воды на человека в год. Теперь, согласно разбаловке критерию, что такое дефицит воды, да, или уровень стресса воды, то все, что свыше 1070 кубометров воды на человека в год, эта страна не имеет никакого стресса, никакой физической нехватки воды, называется physical water scarcity. Этого нет. Все, что ниже есть, вот у нас в Казахстане около 5000 километров куб воды на человека в год. То есть по международным стандартам мы самодостаточная страна с точки зрения водных ресурсов? По Falkenmark индикатору. По индикатору физической нехватки воды у нас ее нет. Но, как в пример скажу, например, в Объединенных Арабских Эмиратах там около от 500 до 1000 кубометров воды в год на человека. Кстати, в 2 раза меньше, чем у нас. Ой, извиняюсь, почти 10 раз. Где-то какие-то года даже 10 раз меньше. Но сейчас у них этот индикатор растет, потому что они опресняют воду и создают новые источники подземных вод, потому что их цель — каждый гражданин у себя во дворе будет иметь воду. Вот они реализовывают эту свою цель. Так вот, в Казахстане у нас есть эта вода, но у нас в Казахстане есть частичная экономическая нехватка воды. Что такое экономическая нехватка воды? Это вода может есть, но и нет там, где она должна быть. У нас западный и частично юго-западный регион, он весь красный. Это говорит о том, что у нас там вообще нет физической воды нету. Но эта вода в большом объеме есть на севере Казахстана. В принципе, ее может туда нести. Да, это может стоить недешево, это может стоить дорого, но технологии позволяют многое. То есть по факту мы можем донести, сейчас мы не говорим о ценах, да, но технологически мы можем, то есть есть технологии. Другое дело, может быть, много лет назад не было технологий, да, а сейчас есть технологии сохранения. То есть технологии позволяют нам донести воду. В принципе, Казахстан настолько большая страна, что, правда, на самом деле есть экономическая нехватка воды, есть физическая нехватка воды, но она вся вода есть. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что в Казахстане больше экономическая нехватка воды, чем физическая как таковая. Это мы говорили только что о дефиците воды, да, вот вы говорили, есть ли дефицит воды. А если вот говорить о последствиях дефицита воды? Я сама не занималась этими исследованиями, сразу скажу, да, то есть то, что я сама не делала, мне сложно элаборировать над этим. Я только то, что я читала, знаю. Так вот, касательно риса, хлопок, я думаю, тоже где-то схож с рисом, потому что у риса есть своя технология. Единственное, что рис отличает от всех остальных видов, это особая технология посадки риса. То есть они их выращивают как в посудинах, да, как бы вот в ямках, да, скажем так, да, и вот вода поступает из РК на юге и выходит в этот жарик. То есть первый рисовод получает относительно чистую воду, отправляет ее уже со своего поля. Все, что было с этим рисом, все это уходит туда. А там могут быть и пестициды, там могут быть и удобрения и так далее. А уже второму идет эта вода такая, скажем так, загрязненная тем, что было на первом поле. И получается, второй рисовод получает уже воду другого качества, третий еще другого качества. Поэтому технология выращивания риса, она все-таки отличается от всех остальных. Вот. Так вот, сейчас мы в Казахстане выращиваем рис, очень сильно его датируем, субсидируем, и затем часть риса мы просто продаем другим странам, ну, в частности, Узбекистану. Я задаюсь вопросом, теперь мы продаем рис за цену дешевле, чем вложены наши деньги государства
с субсидиями, дотациями. А смысл продавать продукт, то есть вы когда-нибудь будете выращивать за 1000 тенге и продавать за 500 тенге как бизнесмен? Наверное, нет, да? Ну как это, я за 1000 тенге вырастил, а продаю за 500. Ну так же ведь нелогично. Они, наверное, не учитывают вот эту составляющую воды, да, в цене своего риса. Вот. А там не только вода, там же есть субсидии, дотации, которые просто гражданин не считает, а это расходы государства, это расходы налогоплательщиков, все на то пошло, это наши деньги с вами. Вот. А чем тогда эти люди отличаются от тех, кто сидит на пособиях, например? Вот. Вопрос-то звучал по поводу дефицита воды, да? Так вот, я хочу сказать, что дефицит, он состоит не только из-за того, что воды нету, как я сказала, вода она есть. Другое дело, сколько вам ее надо, и для чего она нам нужна, и что она нам даст. Вот если вы будете использовать на выращивание риса, и всю жизнь будете потреблять туда воду, да, на выращивание риса, и при этом это будет в убыток государству, то я просто не вижу смысла. А зачем доставлять воду? Я же помните, вот в этом говорили, виртуальная концепция воды. Если ты определил, какое направление тебе будет эффективно, то ты для того направления и доставляешь воду. И она всегда будет, в принципе, эффективна, использование этой воды, чтобы вы понимали. Но если изначально мы знаем прекрасно, что на выращивание риса, во-первых, мы его продавать будем дешевле, чем что вкладываем, да, а мы еще вкладываем очень много субсидий, дотаций. Кстати, у нас из всей стоимости воды, которую мы собираем деньги, Казводхоз собирает деньги за доставку воды, чуть более 40% эти деньги возвращаются субсидиями, дотациями. То есть граждане платят, или водопотребители платят только чуть более 50%, а остальное платит само же государство. То есть оно же само назначает цену и само же платит. Чтобы понимали, да? Так вот, сельскохозяйственник, ему мало того, что платит субсидии, дает еще дотации, это все невозвращаемые деньги. То есть тебе дают бесплатно из бюджетных средств, это деньги налогоплательщиков. И он еще, то есть он это не считает, скажем, государство затратило, условно говоря, там 300 тенге, да? Его свои затраты 200 тенге, он продает рис за 400 тенге. Итого затрат у нас 500 тенге, а он продает за 400 тенге рис. Ну, у самого-то человека затраты 200 тенге, а у государства еще 300 же ведь. А это же деньги наши налогоплательщики. Тогда чем отличается этот человек от безработного, на которого государство также тратит деньги? Так вот, конечно, если мы так будем потреблять, то у нас будет не только дефицит, у нас будет страшный дефицит воды. Ведь дефицит создается из чего? Не только из того, что у тебя есть, а еще как ты это распределяешь. Если распределять разумно, то есть давайте мы скажем, для хозбытовых нужд это маст. Государство должно обеспечить людей питьевой водой. Неужели у государства не дается всего 1 кубокилометра воды из 500 кубокилометров воды, чтобы обеспечить население водой? А вот теперь сколько нужно для сельскохозяйства, это уже нужно рассчитывать. А если мы будем отдавать, если мы всю страну превратим в рисовую страну и в хлопковую, то, наверное, конечно, будет дефицит. Он уже как бы и так есть в ряде регионов, так же ведь? Поэтому, когда говорят дефицит воды, я всегда говорю, а зачем? Вот это, только что говорил пример, да, если у вас будет 10 квартир, вы хотите в каждой квартире каждый день побывать, и говорите, а мне все мало, а есть люди, которые имеют одну квартиру и в ней живут, они говорят, мне этого хватает. Так и здесь, чего мы хотим? Ведь дефицит образуется не только из-за того, что у тебя есть, а скорее из-за того, что тебе хочется. И вот это хочется, оно есть как базовая нужда, а дальше есть такое, что это роскошество. Я считаю, что выращивание определенных видов культур – это роскошь. Но тут тоже надо остановиться. Вот сельскохозяйство нужно определить нам грань, где у нас есть продовольственная безопасность страны, то есть есть такое понятие, как лимит, то, что нам нужно обеспечивать граждан. Внутри страны. Да. И, как обычно, плюс еще там 2 года, да, в случае там военных действий и так далее, будет КЧП, да, поэтому у нас в амбарах хранится пшеница и так далее, да, это называется продовольственная безопасность. Кто, по вашему мнению, должен вот эти все расчеты проводить и в нужный момент давать нужную информацию лицам, принимающим решения? Вообще, вы задаете очень хороший вопрос. Я думаю, что задаются таким вопросом все страны, потому что они организуют всю эту систему. Да? Систему, насколько это возможно, как сказать, правильного принятия решений, да, если так это можно назвать систему. Есть система принятия решений, и она должна быть настолько, насколько это возможно. Когда я говорю слово «правильно», это, наверное, приемлемой для этого общества, для этих кондиций, для условий, в которых находится страна. Да? Я тоже задаюсь вопросом, как, даже скорее, как это организовать. Наверняка эти все люди есть, но как организовать эту систему, теперь мы должны видеть, вот как я вам сейчас так расписываю, да, decision making должен понимать, из чего состоит система, это из каких элементов. И каждый элемент — это какой-то функционал, набор функций и набор компетенций. То есть, когда мы говорим, например, сбор данных гидрологических, да, у нас почти 6 министерств отвечают за сбор данных. У нас есть организация Казгидромет, которая собирает поверхностные воды. У нас есть гидрогеологическая служба, которая собирает данные по подземным водам. У нас есть Казкосмос, который собирает тоже снимки
поверхностных вод. Он делает не только количественные снимки, то есть с помощью снимок можно рассчитывать не только количественный объем воды, но и качество воды, водных ресурсов. У нас есть Казводхоз, который тоже делает расчеты воды, сколько объем воды. У нас есть СЭС-службы в Минздраве, которые тоже где-то в той или иной степени могут обладать информацией, связанной с водой, качеством воды, объем воды и так далее. То есть видите, сколько у нас организаций собирают данные. Я добавлю еще одну организацию. Я являюсь независимым директором в Институте развития электроэнергетики и энергосбережения, и мы там мониторим потребление воды промышленностью. Вот видите. У нас есть эти данные, ребята, коллеги, которые этим занимаются, за 10 лет могут сказать, какое предприятие сколько воды потребляло в динамике. А видите, сколько потреблял, а я говорю вообще, сколько всего у нас воды. То есть, вот видите, сколько организаций участвует. Теперь смотрите, я говорю сейчас чисто по гидрологическим данным. Вот сколько у нас воды, у нас еще, знаете, еще комитет экологии, который собирает данные по озерам, по Иглицкий центр, который собирает данные по ледникам. Представьте себе, сколько у нас организаций собирает данные по объему и качеству вод. Это озера, это реки, это подземные воды, это ледники. Да? Так вот, это все базовые данные гидрологической службы. Это вот что же говорите, как организовать систему. Вот когда нужно понимать, что госслужащие в Казахстане обычно думают с точки зрения государственный орган функционал, да? А я говорю, посмотрите, система, вот гидрологическая служба, ее данные собираются, видите, сколькими организациями? Даже к Казкосмосу относится к ЦРИАПу. То есть, представляете, сколько мы не должны мыслить на уровне министерств, забудьте, их нету. Вот давайте мыслить системой. Есть система, есть службы. Вот есть система, а есть службы. Это не тождественные вещи. Вот только что говорила, система управления водными ресурсами, я вам описала ее. А теперь есть служба. Она называется гидрологическая служба. Ее суть, у гидрологической службы всего 3 задачи. Первое – это расчет водного баланса. Второе – это тренд воды, то есть сколько у нас будет воды на следующий год, через год. И третье – это расчет экстремальных значений, то есть когда у нас будет предикция засух или наводнений. Определенная цикличность, да? Да, то есть есть цикличность, да, ну, сказать, это будут исследовательские институты, но вот они должны рассчитывать. Гидрологическая служба, она должна отвечать этим 3 задачам. То есть если ты знаешь, сколько у тебя объем воды, если ты знаешь тренд воды, куда у тебя движется вода, если ты можешь делать предикцию наводнений и засух, значит, твоя гидрологическая служба работает. Но эта служба во всех странах мира, она состоит всего из 3 блоков. Это сбор данных, это анализ данных, это диссеминация данных, распространение данных. Вот. И на самом деле, если совсем упростить, гидрологическая служба, это практически, вот возьмите какой-то Excel, какую-то программу, да, в которой просто все данные собираются. Но они собираются, конечно, разными функционалами. И это так же, как и в Казахстане, я уже говорила, вот ряд организаций собирают, ряд организаций, которые находятся под рядом министерств, они собирают эти данные. Также и в зарубежных странах есть отдельная геологическая служба, которая собирает гидрогеологические данные, есть отдельная там Казгидрометслужба, метеорологическая служба, да, которая может относиться к другому министерству. Да, то есть не важно, к каким министерствам они относятся, мы сейчас говорим о службе. Вот эта служба гидрологическая, у нее 3 задачи, у нее все 3 элемента, да, 3 этапа процессинга. Это сбор данных, это анализ данных, это диссеминация данных, распространение. Теперь у самого сбора данных это уже правильно методологически корректно собирать. Вот Казкосмос соберет данные снимка, да, дистанционное зондирование, Казгидромет собирает наземные данные. Они же должны, по идее, быть схожими. Коррелироваться. Да, коррелироваться в той или иной степени. Так вот, но они могут не коррелироваться не потому, что они неправильные данные, а потому что, может, они по-разному собраны. То есть своя специфика сбора данных. Поэтому, когда мы говорим сбор данных, это очень большая методологическая работа. То есть должна быть правильная методология расписана сбора данных. Даже у нас собирают сбор данных воды, делают сам человек может механически делать, потому что 2 вида сбора данных есть. Механический сбор данных и автоматизированный. И механически, это когда человек собирает, он также может собирать с помощью дрона. То есть он может там рукой делать замеры, да, а может дрон отправить. Да? И автоматизированный, он сенсорный, то есть когда вода проходит через какой-то сенсор, да, считает, и несоприкасаемый. Это вот как снимки дистанционного зондирования, да, где-то с космоса тебя сняли, и у тебя есть. По сути говоря, в теории, конечно, все эти методы должны давать нам схожие данные. Да, ну, по крайней мере, схожие, скажем, да. Конечно, где-то будут отклонения схожие, но не сильно разнится. Так вот, вот такая должна быть методологическая служба, методология должна быть расписана сбора данных так, чтобы эти все вещи вместе работали в совокупности. То есть вы представляете, какая-то вот служба. Это называется служба. Камшат, я знаю, что вы долгое время работали за рубежом, да, в университете, если не ошибаюсь. Вот это, наверное, будет чуть-чуть отходить от нашей темы, но вот концептуально, что бы вы хотели, чтобы вот тот опыт, который вы там наработали, или то видение, та стратегия, которая в этих странах есть, чтобы вот внедрить в нашей стране, в Казахстане? Ну, опыт у меня в Швеции, работала в университете, все еще аффилирована.
на кафедре инженерии водных ресурсов. Также я в течение года работала на 25% времени, курировала послевузовское образование по инженерии совместно с Министерством образования и науки Швеции. Я бы сказала, какие вот особенности, давайте буду в общем говорить, да, что я считаю, что Казахстану хорошо было бы перенять, и что, в принципе, у нас уже делается в Казахстане. Первое — это принцип пожизненного обучения. Там люди всегда обучаются. В Казахстане мне очень приятно, что у нас вот новые концепции разработаны Министерством науки и высшего образования, где заложен концепт пожизненного обучения, lifelong learning. Второе, мне нравится методика обучения. Там дают кратко, сжато, ничего не повторяют. Я была чему удивлена. В прошлом году у сына смотрела ролик 9-минутный State of Matter, состояние материи, да, жидкость, газообразная, да, твердая. Там потом еще были 2 дополнительных. Так вот, я помню, в школьные годы я изучала, по-моему, целый семестр, 2 четверти. Тут за 9 минут ролик, видео, все расписал. Дали базовое понимание. Да, настолько легко доступно. Я не знаю почему, но у меня дети с первого раза все поняли. Я слушала 5-6 раз. Я думаю, боже мой, то есть в каждом слове смысл. И что мне нравится, что очень мало лекций, очень мало общений с преподавателем, но любое общение — это объемная информация. Вот как вы сказали систему, да? Но мне сколько лет заняло, чтобы понять эту систему. Структурировать. Самой структурировать, да, все. То есть я здесь доношу объем 15-летней собранной информации за 15 минут, там делают то же самое. То есть, что мне нравится, поэтому там люди всегда будут получать знания за короткий промежуток времени. В то время, как я считаю, в Казахстане для того, чтобы часы заполнить, могут много говорить. А суть же не в часах заполненных, а суть же в том, что человек получил в итоге в конце. А он просто устает, он ленится. Когда человек из 60 минут получает нужную информацию в течение 5 минут, а остальное время просто сидит и слушает, у человека теряется мотивация. Человек просто разрушается на самом деле. Вот это второй пункт. То есть давать системно, кратко, сжато, так, как положено, чтобы человек при этом получил все, что необходимо, чтобы не потерял интерес. Это вот второй пункт. У вас также есть проекты в Казахстане. Вот если есть, у нас есть пару минут, может быть, рассказать о том, чем вы занимаетесь в Казахстане. Но у меня есть проект. Я сама эксперт в области оценки доступа к воде, санитарии и гигиене. У меня было несколько проектов с ЮНИСЕФ по оценке доступа к воде, санитарии и гигиене в школах, в медучреждениях. Сейчас изначально была моя докторская, изучение доступа к воде, к воде в селах Казахстана. Затем мои докторанты работали в Караганде, изучали доступ по Карагандинской области, доступ к воде домохозяйств. Другие докторанты изучали, доступ к воде и санитарии и гигиене в школах, в медучреждениях. Один докторант, несколько докторантов работали прямо в проектах ЮНИСЕФ. Сейчас у меня проект в Атырауской области, но не только у меня, скорее это с командой Атырауского университета имени Халила Дусмухамедова. С ней мы изучаем доступ к воде и к санитарии в селах Атырауской области. Кстати, очень интересно, я была просто таким базовым вещам удивлена. Вот есть скважина, есть колодец, да? Оба метода сбора подземных вод и выноса их на поверхность, да? Для, как правило, хозбытовых нужд. В данном случае у нас, да, хозбытовых нужд. Так вот, кудух они называют, это под землей, скажем так, емкость, это яма, ее заливают бетоном, и говорят, это кудух. Воду привозят извне, заливают и хранят. Я говорю, нет, это не кудух, это называется хранилище. То есть, начиная с таких вот простых понятийных аппаратов, заканчивая тем, как сбрасывают сточные воды. Я была вот в Атырауской области, Махамбетский район, поселок Махамбет. Да? Я была чему очень удивлена. Накопитель сточной воды, и там у них районная больница. Танкер, машина сбрасывает сточную воду, и тут же лошади пьют эту воду. Я всегда считала, что лошади очень чистые животные, они не пьют сточную воду. Но там больничная вода стекается. То есть все сточные воды, и они пьют животные. Я была крайне удивлена, если честно. То есть, более того, этот накопитель, он не был никак закрыт. Вот. Регион, конечно, очень засушливый. Это то, что меня удивило. Ну, конечно, исследование продолжается.
Я думаю, еще очень много будет интересных моментов. Это один момент, то, что меня удивило, да, в плане сточной воды. В плане питьевой воды так кудуки меня удивили. Говорит, да, без тебя паром кудук пар. Но нет, у тебя поверхностная вода, тебе доставляют эту воду. Вот. Третье, ну это, конечно, по-моему, повсеместно, не только в Атырауской области. Село Есмахан. Согласно официальной статистике, ну, прям то, что у меня было на руках, проживает около 160 тысяч человек. Приезжаю по факту в село. 160 человек по да. факту? Нет, формально, да. Значит, по факту приезжаю, спрашиваю сельчан, они говорят, здесь не больше 23 человек что проживает. Я говорю, читаю проектно-сметную документацию, хотят довести туда водопровод. Ну что такое водопровод? У тебя сырыкавая водичка будет идти. Я говорю, а очищаться будет вода? А как она будет очищаться? Кто будет очищать? Кто будет отвечать? Хорошо, начнем сооружение, то будка. А кто будет все это вести? В село 23 человек проживает, ну там по бумагам 161 человек. И такой прокладный труд может стоить до миллиона тенге и даже больше. Ой, миллиард тенге и даже больше миллиарда тенге. Вот. А смысл? Опять возвращаемся к экономике. Да, абсолютно верно. Вот смысл, вот тебя с Арыка доставляют воду. Там проживает 23 человека по факту. Ну, может быть, формально, я не знаю, где эти люди находятся, говорит, но мы их не видели, говорит, их вот сельчане говорят. В основном кто там проживает? Люди 50-60 лет. То есть самый, наверное, защищенный слой, в принципе, люди молодые до 45 лет еще работу могут найти где-то в городах и так далее, снимать жилье, да? Но люди, начиная там 47 лет до пенсионного возраста, они, в принципе, мало чем защищены. Для них мало работы на рынке, они настолько востребованы, давайте правду говорить, да, и, возможно, они где-то мало к чему-то уже способны, там, переобучению и так далее. И, в принципе, у нас самый такой более-менее контингент уже устоявшийся, это пенсионеры, пока у них есть стабильный заработок, пусть небольшой, но он стабильный, он каждый месяц падает, ты можешь распределять. И вот там в основном жили люди как раз-таки до пенсионного возраста, и вот в этом промежутке там 50-60 лет, ну, я так примерно говорю, да. Это люди, которые не могут найти, он говорит, да вы лучше эти деньги поделите, дайте нам, мы купим жилье в Атырау и будем жить там. Какую-нибудь работу найдет, нам грузчиками где-то будем работать. Главное, чтобы жилье было, самое дорогое — это жилье. Поэтому, в принципе, такие села, они мало выживаемы, то есть как бы кто там будет жить, молодые там уже не живут, пенсионеры тоже туда уезжают, потому что, да, вот человек на пенсии, он уезжает в Атырау к своему ребенку жить, потому что у него есть свой доход. Это вот то, что у нас на граунде, то есть буквально, что у нас на местах. Это не только вода, это дорога, свет и другая инфраструктура тоже доводится до них. Абсолютно верно. Тут, конечно, большим вопросом, я уже отсюда делаю другой проект. Вообще у нас в Казахстане 7 тысяч сел. Нет, извиняюсь, 6200 сел. Проживает в них около чуть более 7 миллионов человек. 39% вот последняя статистика была на сельской местности. Вот где-то чуть больше 7 миллионов человек, но у меня были абсолютные цифры. Из них 600 тысяч человек проживает в 3700 селах, если не ошибаюсь. Нет, извиняюсь, 90% населения проживает в 3500 селах, а там получается 2700 сел, в них проживает 600 тысяч человек. Я задаюсь вопросом, а зачем так много сел? Ну, это очень, наверное, очень большая отдельная тема. Это вот один проект у меня. А еще у меня проект есть, который мы сейчас делаем, это форсайт по развитию науки в области водных ресурсов. То есть я сейчас анализирую, в каком направлении Казахстан, скажем так, даже не столько пока что делать ретроспективно, значит, до сих пор, что финансировал Казахстан в области науки по управлению водными ресурсами, вообще связано с водными ресурсами, все, и куда нам дальше идти. То есть вы определяете будущие тренды научного подхода в водных ресурсах, но с точки зрения, опять же, университетов, студентов, PhD. Я правильно понимаю? Да, научно обоснованный подход управления водными ресурсами. Дальше тренды, куда мы движемся. Но у меня не только университеты и научно-исследовательские. То есть это же квалификационная рамка от 1 до 8, вот я же говорила, там в колледже ходит и так далее, потому что без них ну никак. Вот. Второй проект, значит, это по развитию науки в области управления водными ресурсами. Куда нам дальше идти? Там тоже небольшой проект, но с очень большим должен быть вкладом, по идее. Супер. Камшат, ну, еще раз, да, в принципе, уже мы очень долго беседуем. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Я желаю успехов в ваших проектах. Я лично, почему именно вот сегодня пригласил вас, ваш именно зарубежный опыт, вот лично мое мнение, да, то есть я радуюсь, когда наши граждане Казахстана, которые имеют зарубежный опыт, возвращаются в Казахстан и пытаются что-то здесь изменить, внедрить,
Потому что все равно пожить в другой стране, да, поработать в другой стране, это другое видение, это другое мышление. И здесь, когда ты внутри Казахстана работаешь, внутри Казахстана живешь, да, это определенный такой узкий круг видения, вы видите чуть шире. Поэтому я желаю вам от всей души успехов в ваших проектах и для того, чтобы ваши проекты приносили определенную выгоду не только там региону или там определенным населенным пунктам, но и в целом развитию всей системы и водного управления, и науки, и всего, что касается водных тем в Казахстане. Спасибо вам большое. Рахмет.